Мы продолжаем наше вещание, дорогие друзья. Отметим, что в студии программы «Замана» работаю я, Нурслан Джахибеков, Алина Мирбекова. И у нас в студии есть самый первый гость. У нас в гостях Канат Абрахматов, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент НАН Кыргызской Республики и директор Института сейсмологии. Отмечу сразу, что основная тема нашего обсуждения, нашей дискуссии, возможно, даже каких-то прений, это вопрос такой: грозит ли Кыргызстану, нашей прекрасной стране, Кудай Сахтасын, землетрясением? Да? Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Знаете, с чего бы хотелось начать? Я знаю, что на сейсмологической карте Земли видно, как Кыргызстан покрашен в коричневый цвет. Это означает, что на нашей Земле достаточно активная сейсмика. И хотелось бы узнать вот что. Прогнозы на 5 лет. Я знаю, что началась эта активность с 2008 года, а вот какие еще ближайшие 5 лет будут прогнозы, еще пока непонятно. Вот об этом. Ну, вопрос, который сегодня мы рассматриваем, довольно интересный. Грозит ли нам, поверьте, очень интересно, землетрясение? Оно нам всегда грозит. Я должен отметить, потому что мы живем в сейсмоопасной стране. Ежегодно на нашей территории происходит около 12 тысяч сейсмических событий. Ну, абсолютное большинство простых жителей просто их не чувствуют. Мы их фиксируем приборами. Что касается прогнозов вообще, ну, вы знаете, да, расхожая фраза, которая говорит о том, что прогнозы — это дело неблагодарное. Поэтому, к сожалению, сказать, например, вот до конца года, будет ли сильное землетрясение на территории Кыргызстана, со стопроцентной уверенностью мы не можем, и вообще никто не может. В мире, даже в таких продвинутых странах, как Соединенные Штаты или Япония, этим вопросом занимаются более 60 лет. Никто этого сказать вам с точностью на 100% не может. Но можно сказать, что землетрясения будут продолжаться. И опять же, для нас важно, разрушительные это землетрясения будут или нет. А те остальные, вот остальные тысячи, да, 12 тысяч, это не важно. Будут, землетрясения будут, и я надеюсь, что их сила не будет превышать 4-5 баллов. То есть особенно заметно 4-5 баллов. Скажите, пожалуйста, со скольки баллов уже вот прям страшно максимально? Потому что я помню прошлое, да, когда помладше был, и вот эти, когда я сидел в школе. Мы сидели в школе, и тут такой сначала был звук какой-то громкий, какой-то грохот. Мы сначала подумали, упал наш толстый одноклассник, оказывается нет. А в итоге оказалось, что это землетрясение. Скажите, со скольки баллов это прям уже страшно? 4-5 баллов заметно. А вот начиная с 5 баллов, значит, люди начинают пугаться. Кстати, вот эта вот бальная система, она, если вы знаете, она рассчитана на 12 баллов. Считает, что самое сильное это землетрясение — это 12 баллов, но люди начинают пугаться с 5 баллов. Когда 6 баллов, люди практически все выскакивают на улицу, начинается легкая паника. Так что вот, в моем случае. То землетрясение, о котором вы говорите, наверняка это было землетрясение 1992 года, Сусамырское землетрясение, которое произошло 160 километров от нашей столицы. Он позже родился. Да, я был 2012-2013 года примерно. А расскажите про Сусамыр, интересно. Вот, это было одно из самых сильнейших землетрясений последних десятилетий. Сила землетрясения была в эпицентре 9-10 баллов. В Бишкеке она ощущалась силой 6 баллов. Ого. Вот когда было землетрясение, там, в общем, Чебан вывел отару, и он рассказывает, что когда тряслась земля, бараны катались как шарики. Да, они просто не могли встать на ноги, потому что вот такая сильная тряска была. И вообще, вы же знаете, да, землетрясение — это очень большая катастрофа бывает. Кстати, на нашей земле в 1911 году было Кеминское землетрясение силой 11 баллов, то есть практически максимальное. Но, к счастью, на нашей территории не очень много народу погибло, потому что землетрясение было зимой.
Вот. Но много, порядка где-то 470 человек погибло в городе Верном. Тогда Алматы называлась Верной. Вот, а эпицентр был в Чонкемени, Алматы там буквально через хребет, и поэтому там погибло очень много народу. Я бы хотела вот о чем поговорить. Основываясь на данной информации, все-таки вернусь к реалиям. У нас сейчас очень модно строить высотные здания. Какое там качество стройки, это отдельный вопрос. Но насколько это безопасно в нашей местности? Расскажите об этом. Ну, вы знаете, вот, например, в Японии. В Японии землетрясение происходит 2 раза, в 10 раз больше, чем у нас. Маленький остров достаточно. Но вы знаете, что в крупных городах в Японии, в Токио, Осака и других, строятся высотные дома. Башни 20, 30, 40. Почему? В Японии можно, даже с более высокой сейсмичностью, а в Кыргызстане нельзя. Так. Вопрос простой, и ответ тоже простой. Во-первых, потому что наши строители не обладают соответствующими технологиями, первое. И во-вторых, к сожалению, при строительстве некоторая часть материалов просто уворовывается. Уровень ответственности другой, да, получается? Да, уровень ответственности другой, и потом бывает такое, я не говорю, что за 100% всех строителей, но бывает такое, когда, скажем, цемент, бетон другого качества, более низкой марки подсовывается, арматура другая начинает применяться и так далее, и так далее. Поэтому, может быть, наши люди, которые занимаются строительными нормами и правилами, специально занижают, будем говорить, высотность здания для того, чтобы вот в будущем избежать таких катастроф. Фанат Эрмякович, как вы считаете, глядя на нынешние постройки новые, сколько баллов они способны выдержать? Вы знаете, я думаю, что большинство, вот сейчас население, оно поддается таким досужим, будем говорить, слухам, разговорам, и говорят, что там начнут разрушаться, как карточные домики. Ой, советские дома были лучше, да, сейчас да, вот да, новые да. дома, они уже... Вот хотелось бы, да, действительно услышать мнение специалистов. Нет, я думаю, что вот из тех домов, которые строятся в современное время, процентов 95 свободно выдержат 8-9 баллов. Свободно. Это хорошо. Потому что как житель частного дома, меня это вообще беспокоит. Я в другой лодке сижу. Так. Потому что качество, все-таки у нас есть контролирующие органы, качество нынешнего строительства нормальное. А вот у меня такой вопрос возникает, смотрите, кроме того, что у нас на территории Кыргызстана часто бывают землетрясения, да, пока что незаметные, пусть так и будет, но у нас еще есть оползни, и вот с теми же самыми оползнями есть методы своей борьбы, да, то есть как-то сажать какие-то деревья хвойные, если не ошибаюсь. А вот скажите, с землетрясениями что-то можно сделать, как-то бороться, как-то тоже, да, интересно звучит? К сожалению, нет. В свое время в Соединенных Штатах проводились интересные опыты, когда пытались предполагаемый очаг землетрясения закачать определенное количество воды, бурились глубокие скважины и считали, что вот эта вода каким-то образом там смажет, да, и позволит это все. Нет, вы представьте себе, что очаг сильного землетрясения находится на глубине 20, 25, иногда 35 километров. Как в этот очаг достичь? Самая глубокая скважина, которая была вообще пробурена на земле, это 12-километровая скважина на Кольском полуострове была пробурена. Все. Ниже, дальше просто нынешние технологии не позволяют пробурить. И поэтому каким-то образом предотвратить землетрясение сегодня невозможно. Другое дело, что можно снизить потери. За счет чего? За счет того, что обучать, информировать Правильно, людей. да, за счет того, чтобы, во-первых, строить хорошо, Да. а во-вторых, вы правильно сказали, обучать население, чтобы оно знало, как себя вести при сильных сейсмических событиях. Давайте немножечко глубже копнем эту тему. Проводится ли обучение или же всевозможные уроки, в которых сидят, в том же самом уроке ОБЖ, рассказывают ли
и с какой периодичностью, о том, насколько это важно, что делать, как себя вести, или же нет. Потому как мне кажется, что если выйти на улицы нашей столицы и провести элементарный соцопрос, что делать и как быть, когда началось землетрясение, ну, добрая половина точно скажет бежать. А куда бежать? Зачем да, бежать? Непонятно. Как бежать, да? Ну, вот ты молодая, красивая девушка. Вы когда закончили школу? Ох, я стесняюсь сказать. В 94-м закончил. Ну, вот на вашем примере, когда вы учились, проводились такие Ну, занятия? стоит начать с того, что обучалась я, к сожалению или к счастью, не здесь. У меня были совсем... Она училась в Хогвартсе. Она училась в России, Лакидавра. вот я учился в Кыргызстане, да, Да, в моем ну, случае. или у Я вас. учился в 3 школах разных, вот меня обучали, как действовать во время землетрясений только в одной школе, в 2 предыдущих нет, не хочу делать антирекламу, но тем не менее это правда. Ну вот видите, вы ответили на этот вопрос. К сожалению, вот скажем, в Японии каждый месяц премьер-министр Японии лично проводит учения. Лично. Премьер-министр. А каждую неделю в каждой японской школе проводятся специальные тренинги, где детей учат, как вести себя при землетрясениях, стоит ли выскакивать на улицу с криком «мама» по-японски. Вы наверняка видели кадры, когда при сильных землетрясениях японцы в ряд выстраиваются и идут по определенной стороне, и идут специально выделенные места. А вы знаете, у нас в Бишкеке есть специально выделенные места, где надо собираться при... У нас Ванная комната. У нас для специально выделенных мест для катания на велосипедах невозможно кататься на велосипедах. правда. А вот скажите, у нас есть такое? Вот вопрос Нет. такой. Нет. Нет. Вот. Они где-то теоретически есть, но там давным-давно построены вот те Многоэтажки. многоэтажки, Это поэтому, Кыргызстан. к сожалению, вот в этом отношении у нас не очень хорошо проводится работа, надо признаться честно. Давайте так сделаем, пройдемся по лестнике. Скажите, вот началось землетрясение. Она жительница квартиры, я житель частного дома. Я такой, когда я такой себя чувствую хорошо, мне бежать некуда, что я во двор вышел. Им тут что я. делать? Им что делать? Скажите, пожалуйста. Ну, вы тоже не особо, так сказать, благодушничаете, потому что и в частном доме... Не, просто мне бежать, просто ты вышел с окна, и ты уже дома. Бежать быстрее. Да. Вот если вы, например, да, вы жительница 9-этажного дома и живете на 9-м этаже, бесполезно куда-то бежать. Алина, пока. Бесполезно куда-то бежать, и просто надо встать, безопасное место, это другой вопрос, где безопасно. Мы можем сразу сказать, что наиболее безопасными считаются несущие стены. Что такое несущая стена? Это стена, которая проходит через всю квартиру. Либо вдоль, либо поперек, неважно. Да. Под несущей стеной есть дверной проем. Это одно из самых безопасных мест. Если землетрясение произошло ночью, Да. ну вы только вот там уснули, да, и тут тряхануло, не нужно никуда скакивать и бежать, потому что землетрясение это очень быстротечный процесс. Нужно скатиться с кровати, Я прям представляю это. Так. просто Просто не скатиться надо. с кровати и лечь рядом с кроватью. Дело в том, что если что-то упадет, ну не знаю, шкаф там и так далее, то между кроватью и полом и будет такое пространство небольшое. Вот это пространство, оно может вас спасти от падающих предметов, или вот, там, не дай бог, стенка упадет. Кстати, у нас вот при нынешнем строительстве, вы знаете, да, у нас стенки кирпичные. Да. И вот это не очень хорошо, потому что если будет сильная тряска, Так. то в первую очередь будут вываливаться эти стенки. Кстати, недавно вы видели, да, по интернету, наверное, да? Буквально, да. Буквально недавно Ветерок подул. стенка вывалилась. И все. Вывалилась стенка. И такое может произойти при любом землетрясении. Это без землетрясения она вывалилась. А если, не дай бог, землетрясение, то эти стенки начнут валиться как наружу, так и внутрь. И поэтому... Дорогие друзья, Вопрос. уважаемые спасатели, очень важное объявление. Не дай бог, конечно, но если тряханет, если будет обвал какого-то дома, ищите Алину на кухне, возле холодильника. Она 90% времени проводит там. Но не во время поста. Так, Чуть простите. попозже. Так. Я бы вот
Что хотела спросить. А помните, раньше нас в школе учили, что нужно ложиться в ванную комнату? Насколько это правда? Ну, не знаю, почему в ванную комнату. Быть мертвыми, но чистыми. Но, Перестань, пожалуйста. но вы знаете, вас сколько человек в семье? 2. В ванную комнату можете поместиться. Мгм. А если человек 6, и все думают, что надо в первую очередь бежать в ванную комнату. Естественно, там будет столпотворение, там, я не знаю, кто первый ляжет в ванную комнату. Ох. Но этого не надо делать. Мгм. Нужно искать убежище там, где вы находитесь. Потому что, еще раз повторяю, это несколько очень таких страшных секунд, вы там думать, собственно, некогда будет. Страх это правда. страх. Нужно, вот почему делаются эти тренировки. Вот эту привычку нужно сделать, чтобы она была привычкой. Да. А для Автоматизм, этого да? нужно тренироваться каждый день. Безусловно. А что касается вузов и школ, как там быть? В вузах и школах, ну, к сожалению, это считается одна из самых наиболее уязвимых категорий, потому что очень большое количество людей, значит, в первую очередь там должны быть тренинги. Вот особенно большие массы маленьких детей, они пугаются, они забывают то, чему их учили. И их нужно учить, что не надо бояться, нужно вот встать там, в первую очередь под партой. Там в дверном проеме 4 человека проместится, не больше. Ну да, логично. В Соединенных Штатах, в Японии там сразу все дети прячутся под парты и пережидают вот эти вот сотрясения, которые обычно бывают не больше 5-7, иногда 20 секунд. Интересно. Ну что ж, большое спасибо за информацию, за исчерпывающие ответы. Напомню нашим телезрителям, что у нас в гостях был Канат Абдрахматов, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент НАН Кыргызской Республики, директор Института сейсмологии. Ну что ж, я думаю, в этой студии еще мы с вами не раз увидимся, поэтому пожелаем удачи. А мы продолжаем наше вещание. Спасибо. Оставайтесь вместе с нами на общественном Первом канале.